Речь идет о Чингисхане. Буква «Н» — та, что сбивает историю с пути. Наш уважаемый Оспан-хан однажды придумал слово, начинающееся с этой буквы «н», что означает «айсберг». История Чингисхана чем-то напоминает этот самый айсберг. На поверхности ложь, а под водой скрываются хитросплетения, которые могут сбить с толку. Буква «н» запутывает всю историю о Чингисхане, начиная со слова «монгол», которое из-за нее превращается в «могол». Или, может, наоборот. Отсюда и возникает вопрос, Чингисхан монгол или могол. На каком языке говорили монголы, а на каком говорили моголы? А на каком языке общались Чингисхан и его потомки? Есть ли доказательства или свидетельства этого? Если да, то какие? Будь то монголом или моголом, история точно указала место рождения Чингисхана и доказала это. Современный народ, которого мы называем монголами, раньше казахи называли айратами. К айратам относились племена Рос, Хашаут, Дербит и Торгут. Казахи называли их Кара-Калмак, черные калмаки, а племя Халха – Коба-Калмак, светлые калмаки. Таким образом, для казахов все монголы были известны под общим названием Калмак. Казахи и калмаки воевали более 250 лет. Однако ни черных калмаков, ни светлых калмаков казахи никогда не называли ни монголами, ни моголами. Теперь обратимся к историческим свидетельствам. Первое свидетельство – плана Карпини. Его книга называется «История монголов». Мы будем опираться на версию этой книги, изданную в Алматы в 1993 году издательством «Кылым». Как известно из истории, Чингисхан умер в 1227 году, а итальянец Карпини прибыл в созданное им государство весной 1245 года и вернулся осенью 1246 года. В это время страной уже собирался управлять внук Чингисхана, хан Куик. Со смерти Чингисхана прошло всего 18 лет. Друзья, как вы можете нас поддержать? Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. Сначала Карпини приехал в аул Сартака, сына Бату-хана и внука Чингисхана. Имя Бату образовано по тому же принципу, что и казахские слова «кату» – суровый, «уту» – побеждать и «басу» – успокаивать, и означает «храбрый». А имя Сартак состоит из двух тюркских корней – «сары» – «желтый» и «так» – «трон». По закону сингармонизма средний звук «и» не произносится, что характерно и для современных казахов, которые также говорят «сархалдак», «сартубе», «саржайлау», опуская этот звук. Название книги «Карпини. История монголов», использованное в переводе, я не могу точно сказать, сохранено ли оно так в оригинале или было изменено переводчиком. Говорится, что орда Бату находилась на берегу реки Итиль. На казахском эта река называется Едил. Это древнее тюркское слово, связанное с понятиями агыл-тегил – обильный, изобильный, и мол – богатый, обильный. Карпини пишет, что столица великого хана находилась на границе между найманами и уйгурами. Вся территория от реки Едил до этих мест находилась под его властью. А человек, который установил эти границы, это Чингисхан, дед хана Куика и Бату-хана. Эти границы со временем сократились, но их основа сохранилась на территории Республики Казахстан. Слово «шингис» не имеет четкого объяснения на монгольском языке. Однако в казахском языке его можно трактовать как «шинкос», что означает одновременно и высокий, как вершина, и глубокий, как пропасть. В своей работе «Казах тарихынан кыскаша маглумат» Сакен Сейфуллин пишет: в 1206 году он принял имя Шингис-хан. Настоящее имя Шингис-хана – Темушин. В 1206 году на большом собрании Курултай, которое он созвал, Темиршин вышел перед собравшимися и произнес речь. Темиршин теперь не маленький хан, теперь он великий и возвышенный хан. По воле неба его имя отныне будет Шинкус-хан. Провозгласил Көкше-бахса из рода Хонрат, сын Минглеке, также известный как Тангер-бате, ставший военачальником армии Шинкуза. Алматы, 2007 год, издательство «Казагурт», 7 том, страницы 13 и 14. Когда Хонрат Көкше-бахса произнес эти слова, он, конечно, говорил не на монгольском языке, а на тюркском, потому что Хонрат – это казахское племя. В монгольском языке нет слов «шин» и «кус».
Для этого используется слово «оргил», страницы 361 и 195. Этот факт я взял из «Казахша Монголша Сөздік», изданного в 1977 году в городе Улан-Баатар. В дальнейшем я буду продолжать использовать этот подход. Также есть один ясный факт. Конграты никогда не жили на монгольской земле с тех пор, как появилась монгольская нация. Поэтому представить, как Конграт Менглеке мог стать отцом Чингисхана. После смерти Есугей-хана Улень вышла за него замуж, живя на монгольской земле, практически невозможно. Карпини, говоря о том, что в области правления Кюика не было городов, упоминает только город Каракарон, однако отмечает, что они его не видели, хотя прошли всего в полдня пути от него, направляясь к главному дворцу императора, называемому Сыр-Орда, страница 22. Под Каракарон он, конечно же, имеет в виду Каракорым. Слово «кара» на монгольском означает «хар», страница 77, а «корым» — это «сега», страница 190. Следовательно, этот город не принадлежит монголам. Ведь и «кара» и «корым» — это казахские слова. «Кара» обозначает черный цвет, а «корым» — скопление отдельных мелких камней на склонах гор. Если Чингисхан и его потомки были монголами, то почему их центральный город назван на казахском, а не на монгольском языке? Этот вопрос напрашивается сам собой. Сыр-Орда в тексте Карпини, конечно же, означает «Сары-Орда». Телеуберде Эбинаюлы, который перевел книгу Карпини с китайского, правильно перевел это как «Сары-Орда». Плано Карпини, Монгол Тарихы, Алматы Шапагат Нурбаспасы, 2013 год, страница 20. Слово «сары» у монголов звучит как «шар», страница 265, а «орда» — «орд», страница 235. Следовательно, и это слово принадлежит не монголам, а казахам. Карпини пишет, что в стране, где находится Сыр-Орда, свиней вообще нет, страница 24. Казахи и по сей день не разводят свиней. Между рекой Едил и Сары-Орда, по словам Карпини, живут люди, которых он называет татарами. Он пишет, что у них в домах нет замков, страница 31. Также отмечает, что у них нет хлеба. Уважение к старшим – главный обычай этого народа, и тех, кто не уважает старших, наказывают, страница 32. Женщины и девушки ездят верхом, а человек, который заходит в дом, наступив на порог, приговаривается к смертной казни. Все эти обычаи характерны для казахов. Эту местность однажды называли Мангал, и там жили 4 народа. Первый – Иеке-Мангал, то есть Великий Мангал. Второй – Су-Мангал, который называет себя Татар, потому что живет у воды. Третий – народ, называемый Меркит, и четвертый – Мекрит, или Су. Татар, страница 33. Вероятно, Карпини имел в виду Киреит, называя их Мекрит. Слово «Иеке» – древнее тюркское, означающее «великий». В наше время оно добавляется к именам в знак уважения, например, Турекенг для Турган, Нурекенг для Нурлан и так далее. Су в то время означало то же, что и сейчас, и водяные мангалы Карпини подтверждают это. Слово «су» на монгольском звучит как «ус», страница 278. Древние тюрки также называли воду «ус». Чингисхан был Яке-Монгал. Карпини также пишет, они называли себя Тартар. В истории существуют упоминания, где слово «татар» называли «тартар». По структуре и происхождению оба этих слова тюркские. Они построены по аналогии со словами «тартар», «урсар», «куртар», «татар», «сатар», «жатар». Слово «тартар» означает «забирать», а «татар» указывает на вкушение. Однако точное значение этого слова со временем стало неясным. Город, построенный императором Кюикханом, был назван Омыл, то есть Емил, страница 34. Это тоже древнее тюркское слово, связанное с корнем «ему» – «пить», «поглощать». Неизвестно, как Карпини изначально записал военные термины, но в переводе они приведены как «онбасы» – «десятник», «жизбасы» – «сотник», «мыминбасы» – «десятитысячник». «Тмен» он перевел как «тьма». Это слово, означающее «очень много», сохранилось в русском языке до наших дней как «тьма». «Татары являются владыками над жителями», пишет Карпини, страница 50. Судя по его записям, хозяевами этой земли были татары, а мангалы – их правители. Следовательно, татары и мангалы были народами одного корня. «Мечта татар, если получится покорить весь мир», пишет Карпини, страница 52.
Разве из этого не видно, что татары и монгалы один и тот же народ, просто называемый по-разному? Карпини, упоминая, что Куюк-хан был выше Бату по статусу, пишет на их языке именующийся Кан – Куюк. Страница 53. Слово «кан» явно является «хан», а запятая здесь ошибка переводчика или типографская ошибка. Правильнее было бы «хан Куюк», где одно слово «титул», а другое «имя». Оба слова до сих пор используются в казахском языке. Следовательно, язык, о котором идет речь, это тюркский язык, а точнее древний язык, который стал основой современного казахского. Обращаясь к Куюк-хану, люди называли его не по имени, а титулом – хан. Карпини также пишет: «Большую часть русских земель уничтожили татары». Страница 59. Это значит, что русскими управляли не современные монголы, а монгалы и татары. Он упоминает, что на территории, подвластной им, было 4 больших реки – Днепр, Дон, Волга и Яик. Думаю, слово «Днепр» происходит от тюркского слова «нопир», что означает «бурный поток», так как течение этой реки было сильным. Дон – это казахское слово «дөң», означающее «возвышенность». Название «Волга», скорее всего, слово, введенное переводчиком, так как в то время эта река называлась Едил и Тил, а Ейк – это Жаик. Ни одно из этих названий не связано с современным монгольским языком. «Бату очень милостив к своим людям», – пишет Карпини, страница 63. «Мы прибыли на землю Кангит», – продолжает он, страница 63, упоминая места под названиями Янкинд, Бархин, Орнас, страница 64. Возможно, Кангит – это Канглы, Янкинд – Жанкент, Бархин – Баршин, а Орнас – Орнас. Все эти названия имеют древнетюркское происхождение и связаны с казахским языком. Если внимательно прочитать Карпини, можно заметить, что он не доехал до территории современной Монгольской Народной Республики, а вернулся из Сары-Орды. Все названия мест и рек на древнем казахском языке. Что это значит? Мы ошибаемся или это ошибка истории? Или, может быть, за 18 лет после смерти Чингисхана весь монгольский народ быстро стал тюркизированным? Карпини присутствует на церемонии избрания Куюка великим Каганом. В день избрания начался сильный град, и церемонию перенесли на следующий день. Здесь также можно привести пример того, как переводчик, не зная языка, искажает правду. В русском переводе говорится «более 160 человек утонуло там же при дворе». Страница 32. А в казахском переводе «Телеуберде Абенаюлы» это переведено как «около 160 человек полностью промокли от града». Страница 17. «Утонуло» означает «погибло», утонув в воде. А «промокли» — это совсем другое. Разница между этими двумя значениями колоссальная. Вот что может быть для нас одним из самых интересных фактов, приведенных Карпини. Описывая ситуацию после избрания Куюка великим ханом, он пишет: «Там на одной прекрасной равнине, возле некоего ручья между горами, был приготовлен другой шатер, называемый у них Золотой Ордой». Страница 67. Это, конечно же, Алтын-Орда. Но является ли название Алтын-Орда казахским или монгольским? Монголы называют золото Алт, страница 25, а Орду – Орд, страница 235. Так почему же Карпини не пишет Алт-Орд? Кроме того, то, что переводчик назвал это Золотой Ордой на русском языке, а не оставил в оригинальном названии как Алтын-Орда, является несправедливостью. Названия собственные, имена не должны переводиться, их следовало бы оставить как Алтын-Орда. У казахов есть поговорка «биржок-то биржок табады». Одно отсутствие находит другое. Мы всегда ищем Алтын-Орду на берегах Едила, но разве Карпини не пишет, что она находилась рядом с Каракором? Это значит, что Бату был правителем Алтын-Орды на Едиле, а главный хозяин Алтын-Орды – это Куюк в Каракороме. Теперь давайте обратим внимание на книгу Гильома Рубрука «Путешествие в восточные страны», который отправился на восток через 26 лет после смерти Чингисхана в 1253 году. Она была издана вместе с книгой Карпини в Алматы издательством Кылым в 1993 году. Когда Карпини приезжает во времена правления Куюк-хана, Рубрук прибывает в период правления Мөңке-хана. Он также сначала навещает Сартака, а затем отправляется в Орду Бату. Хотя Рубрук называет татар, монгала он называет Моал. Это, конечно, не монгол, но и не чисто тюркское слово,
так как в тюркских языках, соблюдающих закон сингармонизма, в корне не может быть двух гласных подряд. Следовательно, между гласными «о» и «а» в слове «моал» должен был быть еще один звук, который Рубрук, вероятно, не мог произнести. Этот звук, скорее всего, был «г». Таким образом, Рубрук мог иметь в виду «могал» или «могол», записав это как «моал». Рубрук пишет «моал» или «татары», страница 80, ставя их на один уровень. Для него между ними нет разницы. Он также отмечает, что их основной напиток – кымыс, страница 82. Монголы называют его Ашиту-Айрак или Ашту-Айрак, упомянуто в вышеуказанном словаре, страница 204. Как это понимать, если монголы называют свой главный напиток на чужом языке? Рубрук четко пишет «кобылое молоко». Он также упоминает кара-космос, то есть черный кумыс, который готовят специально для почетных людей. Как так получается, что Сартак, Кыйик и Мөнке, если они все были монголами, используют казахское слово «кымыз» для обозначения своего основного напитка? Кроме того, они готовили из молока гриут, страница 84. Это, конечно, курт, казахское слово. Монголы же называют его аарул, страница 199. Каков же этот народ, который называет свои напитки и еду казахскими словами, если это монголы? Рубрук пишет, что в тех краях водится много животных, называемых согур, страница 85. Согуры — это, конечно, суир. Монголы же называют это животное тарбага, страница 279. Это доказывает, что монголы — это не моалы и не татары, потому что их язык и слова совершенно другие. Рубрук также упоминает, что видел животное под названием аркал, страница 85. Это аркар. Монголы называют аркара-аргаль, страница 31. Он пишет, что они делают аира из молока. Монголы называют айран-сараг, страница 20. Эти слова тоже не совпадают. Рубрук добавляет, что христиане не пьют кымыз, и что среди каманов есть народ, называемый капчайт, страница 94. Возможно, он неправильно произносил или слышал название Кыпшак, так как, насколько мне известно, кыпшаки никогда не принадлежали к монголам. Слово «хан» они произносят как «хаан», страница 343, «мерген» как «мерген», страница 218, а «батыр» как «баатор», страница 57. Возле Сартака был человек по имени Катай, который сказал «не называйте его христианином, он моал», страница 98. Этот человек любил, когда его называли Моал. По его словам, когда-то давно из народа Моал вышел человек по имени Чингис, который был предпринимателем. Моалы хотят избавиться от старого имени и возвысить свое татаро-моалское происхождение, пишет Рубрук, страница 104. Разве это не явное доказательство того, что моалы происходят из татар? Рубрук также упоминает, что, войдя к Бату, он почувствовал страх. Он пишет: «Двор на их языке называется Орда, что означает «середина», страница 104. Предположение, что слово «орда» происходит от тюркского слова «арта» – «середина», выглядит логичным. В монгольском языке такого значения нет. Мөнке он называет «монгу». От Бату до Мөнке он добирается за 4 месяца пути. Весь этот регион находится под властью маалов и татар. По пути он проходит через землю Кангле. Оказывается, канглы также подчинялись маалам. Он упоминает реки Этил и Ягак, Едил и Жаик. Также он говорит, что гунны произошли с этих мест. И Великая Булгария также была подвластна маалам. Страница 107. Рубрук пишет, что гунны нашли свое место в Паннонии на территории Венгрии. Страница 108. И это подтверждается Геродотом. Рубрук также отмечает, что в землях, которыми правили Бату и Мөнке, он видел животное, называемое кулан, разновидность дикого осла. Страница 109. Монголы называют кулана хулан. Страница 196. Он также точно упоминает город Талас и говорит, что в одном месяце пути от него находится город Балат. Страница 110. Там живут каракитаи. Никто не станет оспаривать, что Талас и Балат – это казахские слова. После того, как Рубрук пересекает реку, которую он не называет по имени, он упоминает, что попадает в маленький город Эквиус, населенный сарацинцами, говорящими на фарси. Название Экви можно интерпретировать как «еки» – «два», а «ус» как «су» – «вода».
Следовательно, это может быть город Икису, или, как мы сказали сейчас, Косозен, двуречье. Вероятно, этот город располагался там, где сливаются реки Каратал и Куксу, примерно в 18 километрах к западу от города Талды-Курган, где находятся руины древнего города. Этот город упоминали в своих трудах такие ученые, как Бартольд и Тынышпаев. Затем Рубрук говорит, что он прибыл в город Кайлак, страница 110. Историки считают, что это город Койлык. Я предполагаю, что правильнее было бы называть его Кайлык. Казахи не стали бы называть город в честь скота, как, например, Койлык или Жилкылык, так как овцы и лошади есть везде. На территории Дештя-Кыпшака существовали государства Исин, Кун и Ханлы. В государстве Ханлы было племя, известное как Кае. В свое время Есен-Буга переселил 50 тысяч человек из племени Кае в Анатолию, откуда произошел знаменитый Батыр-Эртугрыл. Местность Торгай на севере Казахстана также была местом проживания Торы Кыпшак и племени Кае из Ханлы. Также близ села Шелек в Алматинской области есть местность Торгай, что, вероятно, также связано с Торой и Кае. Следовательно, город, который мы называем Койлык, скорее всего, был Каилык. Этот город находился на территории современного Алакольского района. Рубрук, упоминая югур, на самом деле имеет в виду уйгуров. Это народ, который также присоединился к моалам и татарам. Мюнке-хан использует их письменность. Рубрук пишет: «Моалы и татары принадлежат к их сектам», страница 113, имея в виду, что они также были мусульманами. Он четко указывает, что уйгуры происходят от тюрков, страница 115. Рубрук также ясно пишет, что не современные монголы, а именно моалы покорили китайцев и тибетцев, страница 116. Титул хан, по моему мнению, не был у калмыков, монголов. Когда умер Куик-хан, его похоронили вместе с его старшим сыном и 300 татарами, страница 114. Если бы он был монголом, то почему его похоронили не с монголами, а с татарами? Он также упоминает разновидность кумыса, называемую каракосмос, и упоминает напиток из меда, который называет бал, страница 124. Никто не станет спорить, что слово «бал» казахское. Как мог Мюнке быть монголом, если из одного крана он разливал каракосмос, а из другого напиток «бал»? Монголы тоже называют мед «бал», страница 52. Первая жена Мюнке названа Коята Катен, страница 129. Катен – это казахское слово «катын», а по-монгольски «хатан», страница 181. В Коята слово «коя» означает «кой», овца, а «атасе» — это «ата», отец. По-монгольски «кой» — это «хонь», страница 185, а «ата» — это «ааб», страница 35. Рубрук упоминает, что в Каракоруме есть базар, страница 140. Монголы называют базар Зах-Зеэль, страница 49. Также он говорит о 2 мечетях, страница 146, что, несомненно, соответствует казахскому слову «мешит». Монголы же называют мечеть Сумхид, страница 219. Когда Мюнке-хан принимал Рубрука, он сказал: «Мы, моалы, верим, что существует только единый бог», страница 154. Нет сомнений в том, что Чингисхан, Бату, Куик и Мюнке были моалами. Вопрос заключается только в том, к какому народу этот моал принадлежит сегодня, к монголам или казахам. Мюнке также упоминает город Балат. У нас есть город Балат. Там изготавливают оружие. Людей, принимаемых ханом, проводят через огонь. Это древний казахский обряд очищения. Огонь считается очищающей силой. Рубрук пишет, что у этого народа весной проводится обряд питья нового кумыса, который является большим праздником. Это напоминает казахский праздник Кымыз-Мурындык. Они верили, что на небе один бог, а на земле один Чингисхан, которого они считали сыном бога, 159. В письме, которое Мюнке-хан написал французскому королю Людовику, он говорит: «Мы моалы найманы меркиты мустелеманы», страница 160. Однако я с осторожностью отношусь к последней запятой. Мустелеманы означает «мусульмане», но такого народа ни тогда, ни сейчас не существовало. В то время, когда было написано это письмо, Маалы, Найманы, Киреи и Меркиты уже были мусульманами. Как говорится, то, что написано пером, не вырубишь топором.
Я лично никогда не слышал и не читал, что современные монголы были мусульманами. Маалы были правящим народом, что подтверждается словами Рубрука. Письмо королю было написано на маальском языке, страница 113, и о дверях во дворец хан говорил: «Никто, кроме маалов, не может войти», страница 114. После завершения своей миссии Рубрук возвращается из Каракорым в Сарай, на реке Едил, в Орду-Бату. Это территория одного государства. Язык, еда, обычаи и быт – все одинаково. Язык маальский или татарский, но точно не современный монгольский. Если посмотреть на названия, которые использовали Карпини и Рубрук, становится ясно, что они совпадают с современным казахским языком. Государство управлялось на этом языке. Так выходит, что Чингисхан, Бату, Куик и Мунке – все они были монголами, говорящими на казахском языке. Теперь давайте попробуем определить, где точно жили маалы и мангалы. Для этого снова обратимся к записям Карпини и Рубрука. Карпини менее подробно описывает свой маршрут, чем Рубрук, иногда возвращаясь в своих воспоминаниях и давая описание мест, которые он посещал. Однако оба путешественника упоминают сильный ветер в одной и той же горной долине, что указывает на то, что они шли по одному и тому же пути. Рубрук очень точно описывает это место. «Мы выехали из упомянутого выше города Кайлака в празднике Святого Андрея и в 3 лье оттуда», — пишет он. «В этой долине почти непрерывно дует столь сильный ветер, что люди проезжают с большим страхом, чтобы их не унесло в море». Страница 117. Никто из историков и географов не может оспорить, что город Кайлык, ветер Ебе, и восточная часть древнего Кокшетенеза Алакол находятся на территории Жетису. По словам Карпини, раньше найманы и Карахитай собрали большое войско и напали на мангалы. Сражение произошло в долине между 2 горами, в некую долину, сжатую между 2 гор, через которую проезжали мы, отправляясь к их императору. Страница 34. Он пишет, что мангалы в той битве одержали победу. Место, которое описывает Карпини, безусловно, это долина между Жонгарским Алатауом и Иле-Алатауом. Следовательно, мангалы, о которых он пишет, это предки казахов, живших в этих местах. Говоря о своем пребывании в городе Кайлык, Карпини пишет: «В этой земле живет Орду, старший над Бату. Более того, он древнее всех князей татарских. Там имеется также Орда, или двор его отца, в котором живет управляющая им одна из его жен». Страница 64. Без сомнения, он говорит об Орде Чингисхана. Рубрук также упоминает, изначальное место их проживания и дворец Чингисхана назывался Онан-Керуле, страница 101. Это, скорее всего, реки Онан и Керулен, которые он называет вместе. В монгольском языке слова «онон» или «онин» и «керулен» не имеют смысла. Однако в тюркском и казахском языках эти слова могут быть интерпретированы как «онан» и «кере-олен». «Онан» указывает на происхождение слова «нан», которое означает «великая река» или «большая вода». Керулен – это сочетание слов «кери» – обратный и «улен» – течение, что можно перевести как «река, текущая в обратном направлении». Но где же находится это место? В городе Кайлык-Маалы задерживают Рубрука на 12 дней, ожидая проводника, посланного Бату. Кроме того, хозяин станции, Ям, у которого они остановились на ночь, также пытается задержать их. Когда мы находились еще в 5 днях пути от него, тот Ям, у которого мы провели ночь, хотел было направить нас по какой-то обходной дороге, чтобы мы страдали еще более 15 дней. И, как я узнал, он хотел сделать это для того, чтобы мы проехали через Онон-Керуле, то есть через их собственную землю, где находится дворец Чингисхана. Страница 119. Как видите, двор его отца, о котором писал Карпини, оказывается дворцом Чингисхана. В записях Карпини и Рубрука эти сведения сходятся. Если дворец Чингисхана находился недалеко от города Кайлык, то где же в таком случае находится современная Монголия и ее земли? И реки Онон и Керулен также находятся в этом регионе, на том месте, где был дворец Чингисхана, как ясно написано в записях Карпини и Рубрука. Рубрук также отмечает, что так как Каракорым был первым местом их проживания, у них есть традиция проводить избрание своих ханов в этом регионе. Страница 101. Многие спорят о том, где именно находился первоначальный Каракорым.
Однако российский ученый Ядринцев определил местоположение города, построенного потомками Чингисхана. Место, которое описывает Рубрук, это более древняя родина. Согласно устным преданиям жалаиров, проживающих в Кербулакском районе, гора, которая сейчас называется Матай, когда-то была известна как Каракорым. Она находится к северу от Бесшатырских курганов, к западу от Алтынемел-Тауов, на берегу реки Иле. Для того, чтобы определить родину Чингисхана, важно обратить внимание на один факт. Ни Карпини, ни Рубрук не доезжали до современной Монголии. Оба вернулись до того, как достигли этого региона. Один из окрестностей Каракорым, другой из самого города. Они даже не были на землях уйгуров и айратов, их маршрут завершался на территории современного Жетису. Говоря об уйгурах, Рубрук отмечает: Каракорым стоит как бы на их территории. Страница 114. Теперь просто взгляните на карту. Где находится Монголия относительно уйгуров? Она восточнее или западнее? Это бесспорный факт. Карпини ясно пишет, что, выйдя от Бату-хана, он отправился к императору Куюку в их собственную землю. Страница 63. Это и есть доказательство. Земля Куюка – это Жетису. Рубрук упоминает, что уйгуры были соседями Чингисхана, и даже говорит о том, что Чингисхан выдал свою дочь за одного из уйгуров. Страница 114. Далее он пишет, что за ними жили тибетцы, за ними Лонга и Салонголы, затем Мук, а за ними Великий Китай. Страница 115. А кто находится к востоку от современной Монголии? Никого нет. Все эти факты указывают на то, что земля Чингисхана, то есть Моалов, граничила с уйгурами на востоке. И это современный Жетису. Разве это не является прямым доказательством того, что Чингисхан не родился и не жил на территории современной Монголии? Теперь давайте обратим внимание на одного из самых известных историков – Рашид ад-Дина, автора «Жамих ат-Тауарих», сборник летописей. Он прямо пишет, что все народы, находившиеся во владениях Чингисхана, были тюрками. Он подробно описывает их, начиная с жалайров, и пишет, что с древнейших времен они назывались тюрками и жили в степях, горах и лесах Дешти-Кипчака, а также в областях русов, черкасов, башкирцев, Таласа и Сайрама, Ибира и Сибира, Булгара и на реке Анкара, на территории, известной как Туркестан и Уйгурстан. Он также упоминает реки и горы в областях найманов, такие как Кокыртыш, горы Алтая, река Орган в землях кыргызов и кемжуматов и регионы Могулистана, страна монголов. Населенные племенем кирейтов, таких как Онон, Келурен, Талан-Балджиус, Буркан-Калдун, Кукнаур, Буирнаур, Каркао, Куин, Эргунекун, Калаир, Селенга, Баргуджин-Токум, Каладжин-Энет и Уткух, которые граничат с Китайской стеной. Все эти народы обитали в этих местах с древнейших времен и до сих пор остаются там в соответствии с традициями. Рашид ад-Дин, сборник летописей, том 1, книга 1, Москва-Ленинград, 1952 год, страница 74. Если мы не признаем упомянутые здесь Тюрок, Туркестан, Дешти-Кыпчак и Моголистан, то что тогда мы признаем? Обратите внимание, Рашид ад-Дин даже не упоминает такие места, как Хэнтэй, Баян-Улаан, Ходуарал, Ауруг или Бай-Байкал, которые связывают с современной Монголией. Монголы же цепляются только за Онон и Керулен, но, как было сказано выше, эти реки находятся не в Монголии, а в Моголистане. Рашид ад-Дин четко говорит, что восточная граница тюркских земель доходит до реки Анкара, реки Анкара в пределах областей. Современная территория Монгольской Народной Республики не входит в этот регион. Одно из мест, упомянутых Рашид ад-Дином в землях, подвластных Чингисхану, называется Таман-Балджиус. На казахский это было переведено как Балжус. Книга была написана на фарси и арабским письмом, где буквы «жеш» и «икс» очень похожи, «дже» и «хах». Похожи также и «сес» и «шиш», «с» и «щиш. Я считаю, что переводчики могли перепутать эти буквы, что привело к искажению. Поэтому слово «балкаш» было записано как «балжус». «Таман», вероятно, означает «окрестности» или «приграничье». Например, у казахов есть выражение «ары таман атрши» – «сядь чуть дальше». А «каркао» разве не может быть «харкара»? А «каладжин» не напоминает «халжат». Теперь давайте обратим внимание на цитату из Рашид ад-Дина. В книге редактор поясняет, что Могулистан – это страна монголов. Но почему Могулистан должен означать монгольскую страну?
Это явное искажение и насильственная трактовка. Давайте обратимся к Шингис-Каганның Кузауры, написанному при жизни самого Чингисхана. Сначала хан Керейтов, Оң-хан, нападает на Чингисхана. Шингис-Каган на следующий день после полудня остановился в землях Каркара, Жете-Илете для отдыха и питания. Во время еды к нему прибыли пастухи Алшинтая, Шегете и Адер. Они сказали: «Мы пасли лошадей у горы Мау, Өндер, и увидели, как поднялась пыль от войск с Кулаган-Буркан. Враг близко, мы лишь успели угнать лошадей». Шингис-Каган, увидев пыль от войск, сразу же выступил навстречу врагу. Из книги Купия Шежеренин Купиясе, Шингис-Каганның Кузауры, Алматы, 2010 год, страница 510. Перевод с китайского Телеуберде Абинайолы. Это неоспоримый источник. Упомянутый Каркара по-прежнему существует в Кегенском районе Алматинской области. Жете – это та же самая Жете, которая упоминается в Зафарнаме. Ее второе название – Могол. Это территория бывшего Моголстана, современного Жетесу. Илеты, очевидно, это земли у реки Иле. Название, подобное Силеты, Оленгты, Бугыты, Дардалты, Шидерты, тоже относится к казахским землям. Кулаган-Буркан, вероятно, указывает на обрушившийся буркан. Все эти места находятся в долине между Джунгарским и Иле-Алатауами, что подтверждает Карпини, называя их землей Чингисхана. После того, как Оң-хан был побежден Чингисханом, он начал скитаться, пока его не убили найманские стражники, не узнав его. После того, как Чингисхан одолел Оң-хана, на него напал найманский хан Таян. Таян-хан презирал Чингисхана, считая его лишь татаром. В то время хан охотился в местности под названием Таман, Кыр. Когда он был увлечен охотой в землях Тюрген-Сёгете, посланник Алгыши Тезге-Кори по имени Угнам доставил ему это послание. Получив тревожные новости, хан собрал совет на месте. Затем они прекратили охоту и отправились в Абжага, Көде-Кер. Достигнув реки Каркара, они остановились в местности под названием Кельтегей. Когда в крае Орнага провели подсчет своих воинов, из Шингис-Каганның Кузауры, страница 519. Эти земли, где проходила битва, находятся в долине между двумя горами, о которых упоминал Карпини. Это древние Аркас и Үндер, известные сегодня как Джунгарский Алатау и Иле-Алатау. Тюрген и Сёгете сохранили свои названия и местоположение до наших дней. Каркара также осталась на своем месте. Все три топонима расположены вдоль трассы Алматы-Нарынкол. Буркан находится на левом берегу реки Иле, один Тюрген рядом с ним, а второй на левом берегу Иле. Несмотря на все попытки ученых и переводчиков исказить и скрыть названия мест, они не смогли полностью это сделать. Тот факт, что Чингисхан вырос на территории современного Жетесу, не является ложью. Могулистан, о котором говорил Рашид ад-Дин, это именно эти земли. Онон и Келурен – это Уэнан и Керулен. Куканаур – это Кокнор или Жасылкул вблизи Жаркента. Каркао – это Каркара рядом с Кегеном. Как сказал Рашид ад-Дин, смежно с китайской стеной, то есть тюркский народ, простирающийся до Великой Китайской стены, татары, где же они? Этот вопрос вызывает страх как у китайцев, так и у русских. Даже мы боимся его, потому что, занявшись своими внутренними распрями, мы все потеряли. В этом виноваты и наши предки, и мы сами. Но самое печальное то, что мы так и не научились на этом уроке. Горькая правда истории заключается в этом. Что сильнее, единство или раздор? Это покажет время. Наша судьба описана в 2 строках Абая. Я не скажу, что вы исправитесь сами, разве что возьмете свою судьбу в свои руки. Однако Бог помог нам, и в 1991 году наша судьба снова оказалась в наших руках. Наша страна живет в мире и спокойствии. Посвящаем ли мы это мирное время тому, чтобы стать образованными, прогрессивными, культурными, неограниченно развивать нашу историю и язык? Пока мы все еще блуждаем, увязнув в сплетнях и мелких делах, и, кажется, не можем выйти на широкие просторы. При жизни Чингисхана была написана «Көкдаптер», которая сегодня историками известна как «Монголдың Купия Шежересе» на казахском и монгольском языках, а на русском как «Сокровенное сказание монголов». Раньше это произведение называли «Тайная история монголов» или «Секретная история монголов». Однако ни одно из этих названий не является оригинальным. В этой книге нет ничего секретного, как можно было бы подумать по названию. Настоящее ее название – Шингис-Каганның Кузауры. Это
Шежире. А какая тайна может быть в Шежире? Эту книгу в оригинале на китайском языке прочитал Телеуберде Абинайлы. Действительно ли добросовестный переводчик может скрыть настоящее название исторического произведения и дать ему совершенно другое имя? Почему же монголы, русские и китайцы скрыли истинное название этой книги «Шингис-Каганатның Кузаулары»? Потому что, зная, что Чингисхан был тюрком, они преднамеренно изменили его происхождение. Может быть, Телеуберди ошибся? Нет, его интерпретация верна. В предисловии книги «Алтан Топчи», опубликованной в Москве в 1973 году, Нина Павловна Шастина пишет о сокровенном сказании монголов следующее. Первоначально же название памятника было родословие Чингисхана, Ухуджаур, страница 23. Вот с этого момента и началось сокрытие правды. Скрыть настоящее название книги – это попытка скрыть тюркское происхождение Чингисхана. Ведь Шингис-Каганның Кузауры – это старинное тюркское выражение, означающее «тып-тукыян» – родословие Чингисхана. Мы слышали, как казахи говорили «Ай, сен нене куза потырсың», что означает, что ты пытаешься докопаться до сути. На самом деле здесь искажено не только название книги. Если название было дано на казахском языке, это значит, что вся книга была написана на казахском, то есть на тюркском языке. Вот в чем истинная тайна этой истории. Это не просто историческая несправедливость, это непростительное преступление. Это ложь 20 века. Страшная правда о том, как нас безжалостно обманули. Это результат хитроумной политики, которая искусственно изменила и историю, и народ. Из-за этого мы потеряли связь с нашими предками, став жертвами того, как китайские и русские ученые намеренно искажали названия местностей, гор, лесов и людей, превращая их в монгольские. То, о чем говорили Карпини и Рубрук, подтверждает Атамалик Жубейни. Европейцы называют его Жовейни, который в возрасте 26 лет в 1252 году приехал в Орду хана Мунке. В своей книге «История повелителя мира» он также подтверждает эти факты. Когда Мунке был избран ханом в 1251 году, Атамалик прибыл в его Орду на следующий год. Эту книгу с китайского перевел Телеуберде Абинайлы, но она еще не издана. «Я был в Туркестане и Мавераннахре. Там есть родовое поместье рода Чингисхана», — пишет он. Что касается исконной земли татар, то они жили в огромной долине. Территория татара простирается на 7-8 месяцев пути. Эта долина – это та самая, что описывал Карпини между двумя горами. На востоке она граничит с Китаем, на западе с уйгурами, на севере с киргизами и Саланга, а на юге с тангутами и тибетцами, уточняет он. Давайте взглянем на карту. Китай находится на востоке от нынешней Монголии или на востоке от Казахстана. Сакен Сейфуллин пишет, младшему сыну от первой жены Төле достались земли, на которых родился сам Чингисхан, а также прилегающие к ним восточные области, Карашанграк. Земли, расположенные к западу, перешли к Агатаю. После смерти Чингисхана великим ханом стал Агатай. Земли, расположенные западнее владений Агатая, достались Шахатаю. А дальше на запад до Черного моря и России лежали земли, которые перешли к Жоши. Во всех этих владениях, которые достались 4 сыновьям Чингисхана, проживали тюркские племена. Племена, которые ныне называют себя казахами, проживали на землях, принадлежавших Жоши и Шагатаю. Через некоторое время племена из владений Шагатая переселились на земли Жоши. После переселения этих племен из владений Шагатая в земли Жоши, тюркские племена, ныне известные как казахи, такие как Жалайыр, Канлы, Алшин, Кыпшак, Конграт, Мангат, Исин, Арган, Найман, Кирей и другие оказались на землях Жоши. Таким образом, тюркские племена, которые ныне называют себя казахами, в то время населяли земли от Крыма до Волги и Урала, на восток до Сибири, от Каратау до Алатау, и все эти земли принадлежали Жоши хану. Жоши умер раньше Чингисхана. В его владениях правили 5 его сыновей – Ежен, Батый, Береке, Шайбак и Токай-Темир. Орда Батыя получила название «Золотая Орда». Сакен Сейфуллин, Алматы, 2007 год, том 7, страница 15. Теперь давайте подумаем об этом. Младшему сыну Чингисхана Төле достались его родовые земли и восточные области. То же самое говорится и в Монголдың Құпия шежіресі.
Если, как утверждают монгольские, русские и китайские ученые, Чингисхан родился на берегах рек Онон и Херлен, которые начинаются в районе горы Хэнтэй, то на востоке оттуда нет никаких земель, только океан. Посмотрите на карту, если не верите. Тогда как же это получается? Ложь ли то, что Чингисхан родился там, или ложь то, что эти земли были переданы Толе? Очевидно, что невозможно, чтобы Чингисхан передал большие земли 3 своим сыновьям и ничего не дал своему младшему сыну. Следовательно, Чингисхан не мог родиться в районе горы Хэнтэй и на берегах рек Онон и Херлен. Он родился в окрестностях города Кайлык, который Карпини и Рубрук видели в 1245 и 1253 годах, а именно на западе от горы Буркан и лесов Турген, вблизи мест Шубар и Аралтыбе. А если быть точнее, в месте, называемом Шингиссай. А земли, которые достались Толе, включали эту территорию, а также земли уйгуров, айратов и нынешние территории монголов. Сакен пишет о тюрко-монгольских племенах, но при этом не называет ни одного монгольского племени. Известные нам племена Шорос, Торгаут, Дырбит, Хашаут и Халха сегодня входят в состав современной Монголии. Следовательно, в землях Жоши не было современных монгольских племен. Все они находились в владениях Толе. Если говорить конкретно, как утверждают некоторые ученые, Буркан — это не Хэнтэй, Керулен — не Херлен, а Онан — не Онан. Эти места не были местом рождения Чингисхана, это были земли, переданные его младшему сыну. Такая крупица правды раскрывает истинную сторону истории. В записи Сакена есть еще один интересный момент – имена сыновей Чингисхана. Мы по-разному называем его сына, то Угидей, то Окитай, Окитай, Окатай. Однако Сакен называет его Агатай. Возможно, в древнетюркском языке его имя звучало как Акатай. Ранее тюрки называли старшего брата Ака, а младшего Ыке. Уйгуры и сейчас говорят так же. Казахи тоже говорят «Сеня Аке, Ыке дейнен баска жазыгымне», когда сетуют. Если настоящее имя Жоши, Жолши, как говорят некоторые, то назвать следующего сына Акатай или Укетай вполне логично для казахов. Назвать третьего сына Шакатай также вписывается в тюркскую традицию. Шака означает «ребенок». Слово «шакатай» связано по смыслу со словом «балакай». Балашаха, как мы сейчас говорим, это измененная форма слова «балашака» в соответствии с законами гармонии звуков. Толе также является тюркским словом и, возможно, означает «потомок» или «наследник». Так что Чингисхан, который дал всем своим детям тюркские имена, был монголом, проданным казахам. Или, может, монголы тогда говорили на казахском языке, а когда обрели независимость, вернулись к своему языку. В 1946 году скончался поэт-хронист Казангаб Байболов, который в свое время написал историческую поэму под названием «Йингсегей Бойлайер Есим». В этой поэме он также кратко упоминает Чингисхана как предка Есима хана. Темушин, становясь старше, стал выделяться своим умом и храбростью. 9 братьев начали завидовать ему и злобно относиться. Однажды старший брат сказал ему: «Хотя ваши братья от одной матери, но отцы у вас разные. Однажды они обязательно причинят тебе зло. Пока они не повзрослели и не стали самостоятельными, отправляйся на верховье реки или, чтобы охотиться с луком и зарабатывать себе на жизнь. Если перья птиц появятся на поверхности Иле, я буду знать, что ты жив», — пишет Байболов. Толеби, Алматы, 1991 год, страница 19-20. Разве это не доказательство того, что Унан — это Или? Давайте обратимся к стихотворению казахского поэта Махжана под названием «Туркестан». «Тумайда адамзатта, Шингистай-ер, Данышпан, Тунгекой, Боладжигер. Шингистай арыстанның кор атыда адамның жүрегіне жігер берер». Шығармалары, Алматы, 1989 год, страница 175. Махжан в этом стихотворении гордится Чингисханом как потомком Туркестана. Это означает, что и раньше были те, кто знал о тюркском происхождении Чингисхана. Но, к сожалению, когда казахи читали то, что писали Сакен, Казангаб и Махжан, они уже давно заболели болезнью недоверия и пренебрежения к словам своих соотечественников. И, возможно, от этой болезни мы будем лечиться еще долго. У любого сомнения, недоверия, признания или отрицания есть свои границы. Хорошо, допустим, что потомки Чингисхана, основавшие Золотую Орду, не были тюрко-моголами или тюрко-татарами,
а были народом, который не знал тюркского языка и говорил на монгольском. Они управляли Волгой, Крымом и всей степью Дешт-и-Кыпчак в течение нескольких веков. Русская земля тоже была под их властью. Если они были предками современных монголов, то почему их государственным языком был тюркский язык? Махмуд Кашгари составил свой тюркский словарь за целый век до рождения Чингисхана. Это общеизвестный факт в науке. В этом словаре есть такие тюркские слова: каптан, по-русски кафтан, в тюркском значении оболочка тела, то есть верхняя одежда, иштан, по-русски штаны, в значении нижней одежды, одежды для тела, ытык – инструмент для разглаживания складок на одежде, по-русски утюг, йогурт, свернувшееся молоко, если есть свернувшийся айран, почему бы не быть свернувшемуся курту, по-русски йогурт – жир, сырое животное сало, по-русски тоже жир. У казахов есть выражение про худого человека «ширбит пеген куекенсин», в значении «у тебя не задерживается жир». Товар – животное как товар для обмена, по-русски товар. Кто сможет сказать, что эти слова вошли в русский язык через современных монголов? У них эти слова звучат совершенно по-другому. Эти слова, безусловно, попали в русский язык через правителей Золотой Орды. Разве не правда, что даже слова, не вошедшие в тюркский словарь Махмуда Кашгари, прослеживаются в некоторых русских словах? Например, ред – ряд, аркан – аркан, караул – караул, корган – курган, шалбар – шаровары, тенге – деньги, кахпан – капкан. Это слово сохранило тюркский корень капкан в точности. Тымкоп – тьма, мох, дада – дядя, ура – ура, барс – барс, боран – буран, жасаул – есаул, жасах – ясак, бик – пик, копек, копейка, быкыр – бугор, жам – жамши – ямщик, бекет – пикет, ал красный – алы, борене – бревно, ильбес – ирбис, тангба – тамга, туман – туман, тангры – тенгри, ошах – очак, кереш – керч, кесек – кусок, тулуп – тулуп, табын – табун, курык – укрюк, жарых – яркий, дала – даль, сопах – сопка, жар – яр, түздік – түземец, кожа – кожаин – хозяин, томага – томагавк, тобыр – табор, курдюк, жирах – оврак, сырга – серга, талыстайган, толстый – кый-тезек – кизяк, казах – казак, төбек – им – тюбетейка, кетпен – кетмен, атқа – атака, босаяқ – босяк, шопан – чабан, батыр – богатырь, бүркіт – беркут, қарбыз – арбуз, жұрт – юрта, керуен – караван, жуму – зажмурица, тік – ткать, тігінші – ткачиха, базар – базар, марал – марлал, жарлық – ярлық, дарын – дар, мама – бақша – бақча. Қырат – қырқныс – хребет, қосақ – косяк, кирпич – кирпич, дога – дуга, кумай – гамаюн и так далее. Разве это не результат татаро-монгольского ига? На самом деле это было не иго, а благо. Золотая Орда объединила русские княжества и создала государственную систему. Кто может опровергнуть, что государственным языком Моголистана и Золотой Орды был тюркский язык? Разве арабский путешественник Ибн Баттута не засвидетельствовал это в своем произведении «Путешествие в Дешт-и-Кыпчак» в XIV веке? Бату, Баты, Берке, Береке, Сартах, которые жили на Волге, Узбек-хан и Азжанибек-хан, правившие в Крыму и Сарае, Ногай-хан, Кирей и Жанибек, основатели казахского ханства, а также Касым-хан, Хахназар-хан, Шигай, Тауекел, Есим, Жангир, Тауке-хан, все они потомки Чингисхана, все говорили на тюркском языке, в том числе на казахском, его варианте. Каким доказательством можно утверждать, что они были монголами? Все ханы, правившие казахской землей, потомки Чингисхана. Если Чингисхан был монголом, почему его потомки не правили Монголией? Почему все они переселились в казахские земли? Определять происхождение Чингисхана как чужого народа, не выяснив, где находится Бурхан-Халдун, это насмешка над казахами. Это проявление презрения как к невежественному народу, не знающему своей истории. Обратите внимание на это нелепое вранье. Когда меркитский юноша вез Олень к своим людям через Буркан, Исугей и его братья напали на него и забрали Олень. Теперь давайте посмотрим на карту. Откуда юноша из меркитов вез Олень к своим? Восток – это океан. Он не мог везти ее оттуда. И не мог туда везти, там нет людей, только океан. Если же он вез ее с запада, то куда он ее вез? К океану. Земли меркитов находятся к западу от Хентай. Все не сходится. Видно, что у лжи короткие ноги. Но что с нами не так? Что мы не видим того, что очевидно? Города, которые Чингисхан разрушил до основания, принадлежали киданьскому правителю Уш, Актобе, Тарас, Атрар и Бакин. Возможно, это неправильное написание слова «баршин». Там же, на той же странице. Дулаты, правившие Моголистаном, происходят от древнего рода Дулу.
Имя Могол также было дано потомкам Абыла, а Мухаммед Хайдар Дулати был последним потомком этого рода Дулат. Там же страница 42. Еще раз обратимся к текстам Сякена Сейфуллина. У Джучи, помимо упомянутых 5 старших сыновей, были и другие сыновья. Один из младших сыновей носил имя Могол. Внук этого Могола, Ногай, стал великим ханом кочевых тюркских племен. Там же с 15. Наименование страны по имени ее знаменитого Бия или хана – древняя традиция, особенно у тюркских племен. Мне кажется, к этому нечего добавить или убавить. Важно то, что слово «могол» имеет тюркское происхождение. Книга «Тайная история монголов» впервые была переведена на казахский язык в 1979 году в Монголии, в городе Улги. К ней в качестве предисловия была добавлена статья ученого Дамдан Сурена, написанная 1 октября 1940 года. Перевод выполнил Базылхан Бакаюлы 15 апреля 1978 года. Если Карпини и Рубрук называли родину Чингисхана Онон-Керуле, то «Тайная история» упоминает реки Онон и Херлен. Превращение Херлена в Керулен – это уже работа более поздних интерпретаторов. Сейчас на карте тоже значится Керулен. Это, несомненно, первый шаг в том, чтобы насильно превратить Чингисхана в монгола. Интересно, что у слов «Онон», «Херлен» и «Керулен» в монгольском языке нет значений. Возможно, это потому, что эти слова пришли вместе с тюрками, которыми руководил Төле. Эти слова трансформировались и, попав в чужую среду, стали неузнаваемыми. Вероятно, Терис-Акан – это река, которая начинается в Белжайлау и течет в обратном направлении к Или. Кери и Терис – синонимы, что известно всем казахам. Многие также знают, что река Каскелен в Карасайском районе Алматинской области раньше называлась Каскаулень. История местности напоминает, что история земли – это история народа и языка. Название земли указывает на ее владельца. История знает много примеров, когда захватчики активно меняли название территорий, чтобы закрепить свое господство. Но то, что названия местностей Жетысу времен Чингисхана дошли до нас в неизменном виде, свидетельствует о том, что потомки тех племен и родов до сих пор живут на этой земле. Автор предисловия Дамдан Сурен утверждает: гора Бурхан, где родился и вырос Чингисхан, это здесь, Кериулень там, Коди-Арал вот здесь, но при этом он не называет конкретных мест. Он лишь говорит: нет сомнений, что Ходу-Арал у Херлена – это современный Баян-Улаан. Долоон-Балдог Ходу-Арала – это нынешний Долоот, а Урук Херлена – это современный Аврага, страница 22. Никакой конкретики, только предположения. Но ведь историю не строят на одних догадках. Ранее, когда враги отобрали его добычу, Темиршин вместе со своим братом Касаром убивает своего сводного брата. После этого соплеменники приходят на Бурхан, чтобы наказать Темиршин за его преступление. Они начинают преследовать, но Темиршин садится на коня и убегает. Тайная история монголов описывает это так. Касар тайно направил Темужина в густой лес. Тайчиуды, заметив это, бросились в погоню, но, скрывшись в густом лесу, он сбил их с толку и ушел. Тогда они окружили лес. Глава 79, страница 36. Никаких конкретных названий мест не приводится. Бежал на высокую гору и укрылся в неизвестном лесу. Теперь посмотрим русский перевод «Сокровенное сказание монголов», изданный в 1990 году в Улан-Удэ. В этом издании говорится: Темужин бросился в лес. Тайчиуды погнались за ним, но он успел скрыться в густой чаще на вершине Тергуне. Не сумев проникнуть туда, они окружили этот лес и начали его охранять. Теперь обратимся к переводу Тилеуберде Абенайл из китайского, который свободно владеет древним китайским языком и письменностью. Темежан в спешке сел на коня и уехал в лес. Тайчиуцы увидели это и преследовали его до горы Тюрген. Когда Темежан скрылся в лесу, тайчиуцы отступили и окружили место. Глава 79, страница 156. Хупия Шежиренен Купиясы, Алматы, издательство Шапагат Нур. Во всех 3 переводах Бурхан упоминается правильно. Все 3 перевода основаны на китайском оригинале. Как же так получается, что один переводчик читает текст, а другой нет? Думаю, название места было намеренно опущено, потому что такого места в Монголии не существует.
А что касается слова «тергуня» по-русски и «тюрген» по-казахски, они имеют одно и то же значение – «быстрый». Оба переводчика правильно передали смысл с китайского языка, но место под названием Тергуня не существует ни в Монголии, ни в Казахстане, есть только Турген. Это название сохранилось до наших дней и относится к лесу Турген-Тогай, расположенного на реке Исек к западу от города Жаркент в Алматинской области. Начинается он с восточной стороны горы Бурхан и тянется до западной стороны Жаркента. В 1856 году, путешествуя в Кульджу, Шокан Уалиханов проезжал через это место, останавливался на Бурхане и в Турген-Тогай искал своих потерянных верблюдов. В своем дневнике он пишет, что нижняя часть реки Исек до сих пор носит название Турген. Ч. Валиханов. Собрание сочинений в 5 томах, том 2, Алматы, 1962 год, западный край Китайской империи и город Кульджа. Дневник поездки в Кульджу. «Турген – это быстрый», – пишет Шокан. Когда кого-то стремительно преследуют, казахи говорят «Турекуды» – быстро погнался. Человек, убегая с Бурхана, скорее всего, укрылся бы в Турген-Тогай, находящемся рядом, а не в другом Тургене, расположенном на левом берегу реки Или. Это подтверждает и то, что Карпини писал о местности между двумя горами, что совпадает с описанием этой местности. Ни в одном историческом источнике не говорится, что реки Онан и Кери-Улень-Терисаккан берут начало непосредственно на Бурхан-Тау. В источниках указывается лишь, что гора Бурхан расположена в верховьях реки Онан. Кроме того, в русскоязычной версии исследования Рашид ад-Дина, посвященного жизни Чингисхана, в Джамиг ат-Тауарих, реки, истекающие из Бурхана, описаны так. В центре Келурен, с востока Онон. Том 2, книга 2, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1952 года, страница 234. Я достаточно хорошо знаком с местностью в Кербулакском и Панфиловском районах, так как родился и вырос там. Я могу подтвердить наблюдения Рашид ад-Дина, опираясь на свои собственные знания. Река Кери-Улень, то есть Терисаккан, считается истоком реки Каратал, так как является ее самым длинным притоком. Она берет начало в горном массиве Белжай-Лау, на перевале Игентас, и впадает сначала в реку Коксу, а затем в Каратал. Исток этой реки находится примерно в 10 километрах восточнее места, где произошло знаменитое Арбулакское сражение. Все реки от Хоргоса до Белжай-Лау текут в сторону Иле и впадают в нее. Только эта река течет в противоположном направлении. Она протекает к западу от могилы хана Жангыра и проходит между двумя горами. Думаю, именно поэтому Рашид ад-Дин писал в центре Келурен. В эпоху Чингисхана длинный горный хребет, тянущийся от Хоргоса до реки Коксу, назывался Бурханом. Это подтверждается тогдашними записями. Согласно исследованиям Телеуберди Абинаюлы, упоминаемая в источниках река Онон, связанная с Чингисханом, это современная река Или. Я с этим согласен, так как монголы называют реку Онон – Онын. За 100 лет до эпохи Чингисхана великий Махмуд Кашгари называл ее Или. Наши предки величали большие священные реки, как Дарья, Улкенсу – большая вода, Нанузен – великая река. Возможно, или также называли Онан в значении великая река. И когда тайджигиты везли пойманного Темиршина по берегу реки Онан, тот сбежал и присоединился к своей семье у реки Кумырга, на месте, называемом Быркей, Ирге. Согласно источникам, река Кумырга течет с востока на запад и затем поворачивает к реке Онан. С горы на солнечной стороне Белжай-Лау течет река Каракол, в которую с восточного склона горы впадает другой поток, текущий поперек с восточной стороны пастбища Желки, и, сливаясь с Караколом, эта река далее называется Коктерек и течет в сторону Или. Я думаю, что название этой реки было переведено неправильно. Правильнее было бы назвать ее не Кумырга, а Кабырга, потому что она течет вдоль подножья горы. А также Бюркей-Ирге, казахское слово, которое означает «защищенное место», укрытие от ветра и холода. На востоке этой реки до сих пор находится пастбище под названием Иргитау. Мне кажется, что наш Бюркей-Ирге – именно это место. Когда Темиршин находился в Иргитау, весной миркиты пришли и увезли Борте. Сам же Темиршин пересек равнину Китинг, пробрался через подножие горы Баркорниу в сторону Турген-Тогай, а затем скрылся в Буркане.
Избежав погони, он 9 раз склонился перед Бурканом, совершив обряд почитания. Географические особенности и их близость полностью соответствуют тому, что написано в источниках. Ладно, допустим, и это вызывает сомнения. Но давайте посмотрим на карту. Река Анон в Монголии течет с юга на север и берет начало не в верховьях Буркана, а прямо из самой горы. А Рашид ад-Дин ясно указывает, что она течет с востока. Почему это несоответствие не заставляет нас задуматься? Упомянутая река Каракол, по словам Бичурина, была местом пастбища для предка Чингисхана Кайду, и он перевел ее как «черная вода». Однако по правилам языка собственные имена не переводятся по смыслу. «Черная вода», о которой говорит Бичурин, это и есть наша Каракол или Карасу, что в переводе с древнетюркского означает то же самое. Жалаиры, недовольные тем, что потомки Аланкуа процветают, убивают 8 детей из ее рода, но выживает только Кайду, который был под защитой своего дяди. Дядя спасает его, спрятав среди дров. Позже старейшины Жалаиров осуждают жестокость и передают виновных в полное рабство Кайду. История монголов. История первых 4 ханов из дома Чингисхана. Москва, 2011 год. По данным Бичурина, предки Чингисхана жили рядом с Жалаирами. А то, что Жалаиры издавна населяли земли Жетесу, то есть Джете или Моголстан, было подтверждено в 2 зафарнаме, описывающих походы Аксак-Темира в XIV веке, когда он атаковал Моголстан более 10 раз, точно указывая на местности. Одну из этих зафарнаме использовал Мухаммад Хайдар Дулати в своей знаменитой работе «Тарих и Рашиди» как первоисточник. Разве доказательство Бичурина о том, что род Чингисхана и Жалаиры жили рядом, не является большим достижением для истории? Все их юрты простираются от пределов страны уйгуров до границ Хитая и Джурджене, в тех областях, которые ныне называют Могулистан, пишет Рашид ад-Дин. Сборник летописей, том 1, книга 1. Москва-Ленинград, 1952 год, страница 92. То, что Могулистан не Монголия, а древнее название Жетесу, уже известно не только историкам, но и всем, кто читал Тарих и Рашиди Мухаммеда Хайдара Дулати. Другие народы, найдя одну железную монету, пересматривают всю свою историю с новой точки зрения. А мы, даже обнаружив свои земли и воды, продолжаем спорить между собой, считая доблестью не поддерживать друг друга и ставим интересы родов и племен выше национальных. Посмотрите на все русские и казахские источники. Шингисхан и Онгхан побеждают татаров у места под названием Ульджа, следуя вдоль реки Онон. В тех местах упоминаются места, такие как Кусшат и Наратышат. Если взглянуть на карту, то видно, что гряда Нараты находится у истока или в Китае. Это уже само по себе доказывает, что Энант — это Или. Если все это не является историческим доказательством, то нам нужны не доказательства истории, а лишь упертость и нежелание признавать очевидное. Меня поражает, как наши историки терпят столько лжи. Мы безразлично глотаем чужие искажения и не замечаем, как те, кто выступает против лжи, подвергаются нападкам со стороны своих же. Это трагедия нашего народа. Сколько мы теряем из-за неведения и незнания. Дамдан Сурен утверждает: «Херленинг-Хуаралы казерге баян-улан якене даусис». Это доказательство. Почему он так уверен? Баян-улан — это гора, а Ходо на монгольском означает степица 205-я. Значит, Ходо-Арал — это степной остров. Но ведь гора и степь — разные вещи. Телеуберде перевел это как Коди-Арал. И действительно, в Кербулакском районе есть район под названием Арал-Төбе, площадью 70-80 гектаров. На его поверхности растет только кеде, трава. Кто-то называет ее Садако, кто-то Хылтанак, а кто-то Ахселю. По моему мнению, древнее название Аралты, находящегося между горами Аркас и Алтанемел, было не Ходо, а Коту-Арал. В словаре Махмута Кашгари, составленном за век до рождения Шингисхана, слово «Коту» переводится как «холм». Если так, то этот холм с древних времен назывался Арал-Тубе. По мнению Телеуберде, это слово можно прочитать как «Коту» в китайском письме. В Монголден Копья-Шежересе место рождения Шингисхана указано как Жубур, рядом с этим Арал-Тубе, страница 44, но Телеуберде прочитал это как Шубар. Копья-Шежеренен Копьясы, Алматы, 2013 год, страница 488. Поселок Шибар
и по сей день расположен в 10 километрах к западу от этого Аралтубе. На восточной стороне Алтанемела находится ущелье Курсай, а затем Шингиссай. Эти ущелья, а также места Шибар и Аралтубе расположены на южной стороне, к северу от гор Каракорым и Матай. Если посмотреть, все эти топонимы и места находятся близко друг к другу. Жамука и Шингисхан, оба происходят от Аланкауа, впервые сражаются в Зерен-Капшагай, затем в Кюйтень. Переводчики должны были оставить название Капшагай без перевода, как собственное имя, но они перевели его, обозначив место сжатием. А Кюйтень сейчас известен как Китень. Я уверен, что этот Китень и есть тот самый Кюйтень времен Шингисхана. Кирейский правитель Онгхан, помогая Шингисхану против Жамука, идет через Откия в сторону Кюйтень. А сам Шингисхан выходит к Кюйтень через место Куренлик. Эти места и сегодня сохраняют похожие названия. Откия – это Кызылкия, а Куренлик – Баркурнеу. Из обеих точек есть путь на равнину Китень, расположенную к югу. Кроме того, место, где киреи выстраивают свои позиции, теперь называется Кирей-Сай. Почему все эти места, связанные между собой в одном регионе, упомянутые в Монголден Копия Шежересе и сокровенном сказании монголов, а также в других источниках, совпадают с их нынешним расположением? Потому что это те самые места, где действительно жил и родился Шингисхан. Согласно Бичурину, жалайры, которые в свое время убили 8 предков Шингисхана, и сегодня живут в тех же местах. Жалайры, проживающие в районах Шибар и Аралтубе, до сих пор называются Андас. Можно ли так пренебрежительно относиться к этим фактам? Если мы не придаем им значения и не принимаем во внимание, то какой смысл в том, чтобы громко заявлять о поиске истины в истории? Хорошо, пусть один казах не верит другому. Но разве не следует признать, что то, что видели своими глазами и слышали своими ушами такие иностранцы, как Карпини, Рубрук, Атамелик, и что писали Рашид ад-Дин и другие, соответствует тому, что говорят казахи? Если все татары, моалы, монголы или моголы являются тюрками, то почему же моалы не любят татаров? Моалы, говорит Рубрук, не любят, когда их называют татарами, 100. Раньше они сами были татарами, но теперь моалы стали их правителями. Поэтому моалы стремятся уничтожить название татар и поднять имя Моал. Страница 101. Ответ на это также дает Рашид ад-Дин. Во времена правления хана Кабыла татары и монголы жили в мире. Все они происходили из одного рода, киатов и Неруна, и были близкими родственниками, живя в гармонии. Жена Кабыл-хана была из племени Канграт. Ее брат по имени Саим-Тегин заболел, и его лечил татарский шаман. Однако Саим-Тегин умер, и распространились слухи, что шаман не вылечил его, а убил. Это привело к ссоре между двумя народами, которая со временем переросла в серьезную вражду. Страница 104. Что означает слово «маал» или «монгол» и из какого языка оно происходит? Объяснение дает Рашид ад-Дин. В настоящее время у монгольских племен установлено, что они, происходящие от этих ветвей, чаще всего связаны родством друг с другом. Монгольские племена Дарлекины называют себя монголами, но первоначально это слово звучало как «мунгол», что означает «слабый» и «простодушный». По-монгольски «киян» означает «большой поток», текущий с гор в низину, бурный, быстрый и сильный. Так как кияны были смелыми, храбрыми и очень мужественными, это слово стало их именем. Кият – множественное число от киян. Их и тех, кто ближе к их истокам, называли в древности киатами. Сборник летописей, том 1, книга 1, Москва-Ленинград, 1952 год, страница 154. Путаница начинается с произношения и написания этих слов. Нет ничего непонятного в словах «киян» и «кият». Подобные формы единственного и множественного числа издавна существуют в казахской родословной. Например, «кирей» и его множественная форма «кирейт», «дулы» и множественная форма «дулат». Но переводчик Рашида ад-Дина Хетагуров говорит, что один из народов, с которыми они были в родстве, назывался монголы-дарлекины, и первоначально их называли мунголами. Хетагуров, вероятно, знал персидский, но не знал тюркского, поэтому его фраза «монголы-дарлекины» непонятна. Если обратиться к истории, когда-то турецкий народ подвергся нападению, и только 2 семьи смогли выжить, их звали Киян и Нукюс.
Около 400 лет они скрывались в горах, пока не размножились и не вышли на открытое пространство. От хаянов произошли предки Чингисхана, а от нукисов, ныне известных как нукис, потомки, которые остались в районе Тулки-Бас, в основном распространившиеся среди каракалпаков. Во время бедствия Ахтабан-Шибрынды каракалпаки сражались против калмыков вместе с казахами в течение 35 лет. Только из-за неправильной политики Абулхаира они стали чужими. В 2016 году Зариб-бай Оразбай перевел сборник летописей Рашид ад-Дина с персидского языка напрямую. Он говорит, у Рашид ад-Дина нет слова «монгол», есть «могул», и перевел его как «могул». Это значит, что переводчик Хетагуров добавил букву «ун». Однако в персидском языке нет ни звука, ни буквы «ун». Возможно, причина ошибки в этом. С давних времен и до нынешнего времени такие племена, как Конрад, Коралас и Кирас, Ельжиган, Уранкай, Келингхот и другие, называются Мугул, Дурликкен, переводит Зариб-бай. Рашид ад-Дин, сборник летописей Шымкент 2001 года, первый том, страница 173. Кроме того, говорится, что среди мугулов есть особое сообщество – Нирун. Стало понятно, что Дарликин означает Дурликкен. Разве народ, испуганный и бежавший от врага, не был бы испуганным? Дурликкен – это тюркское слово. Таким образом, кияны, мугулы и нукисы – все тюрки. Спорить с этим значит не уважать факты и историю. В этой книге ясно говорится, племя мугул является одной из ветвей тюркского сообщества. Там же, страница 178. В примечаниях второго тома Зариб-бай указывает, что Хетагуров исказил перевод, переведя «онан» как «онон». Там же второй том, страница 23. Ошибки начинаются с одной буквы. «Онан» ближе к казахскому «онан», но он был изменен на «онон». В молодости Чингисхана захватили миркиты, говорит источник, что объясняет его враждебность к ним. Там же второй том, страница 68. Зариб-бай переводит так. На самом деле, слово «мухул» изначально звучало как «мун-ул», что означает «печальный», «беспомощный», а также «добросердечный», «простой», «скромный». Там же второй том, страница 143. Монгол, мангал, моал, могул, могул, мунгул и другие – это все производные слова от мун-ул, измененные по разным причинам, и, по-моему, в этом нет споров. Слова мун-ул в казахско-тюркских диалектах могли изменяться по законам фонетики, что естественно. В древности тюрки могли произносить слово «ул» как «оглан», «олан», «оглы», «оглы». Поэтому «мун-ул» могло звучать как «мун-огл», «мун-лы-оглан», «мун-улан» или «мун-оглан», что со временем могло видоизмениться. Главное, что все эти слова имеют тюркские корни. Корень проблемы, по словам Осекена, заключается в звуке и букве «н». Я думаю, что присущее казахскому языку правило гармонии звуков часто приводит к путанице в одном звуке. Дело в том, что сочетания «н» и «г» встречаются в казахском языке в словах с разными значениями. Например, «шанграх», «шанграк», «сангрык», «сангрык», «коман», «комган», «койманграх», «койманграк», название местности и другие подобные слова. В итоге можно сделать вывод, что изначальная форма слова «мунгул», ближайшая к этому «мун-огул». Вероятно, «могул» также имеет схожее значение, близкое к словам «мягкий», «скромный», «тихий человек». Моя бабушка называла моего деда Маугил, и я всегда помню это. Возможно, это слово тоже связано с «могул». Если взвесить все это, можно прийти к выводу, что слово, которое нас сбивало с толку, вначале называлось «мунгул» или «мунглы-угул». Сын Чингисхана по имени Толе управлял нынешней территорией Монголии, и это слово вместе с правившими там тюрками пришло к ним в форме «монгол». Однако тогда и там тюрков также называли «монгол». Они принадлежали народу Чингисхана. Все источники указывают на это. Какой же можно сделать вывод? Только один. История была искажена. История Чингисхана намеренно искажена или изменилась случайно. Думаю, это было сделано специально. Народ, которого теперь называют то Могол, то Монгол, изначально принадлежал к тюркскому сообществу, известному как татары, и это было известно китайским, русским и монгольским историкам. Они намеренно исказили это, ведь в книге Рашид ад-Дина эта ситуация описана совершенно ясно. Третья часть о тех тюркских племенах, которые ныне называют монголами, говорится в книге. Сборник летописей, том 1, книга 1, 1952, страница 92.
В другом месте Рашид ад-Дин пишет: большую часть тюрок теперь называют монголами. Там же страница 77. Потому что они начали доминировать над татарами. Из этого можно сделать один вывод. И могол, и монгол – все это тюрки. До этого их всех называли татарами. И это подтверждается в источниках. Обратимся снова к Рашид ад-Дину. Подобно тому, как раньше татары стали победителями, так и теперь они, другие, стали называться татарами. Там же страница 77. Кто был сильнее, кто побеждал, по имени того и называлось сообщество. Этот очевидный факт русский ученый в предисловии книги Рашид ад-Дина легко исказил. Можно с большой долей вероятности утверждать, что ряд племен татары, кирейты, найманы, жалаиры, сулдусы, барласы, меркиты, ойраты в XIII веке были монголоязычными, а не тюркоязычными. Там же страница 29. В XIII веке, то есть во времена правления Гуюка и Мунке, когда в Европу приезжали Карпини и Рубрук, монголы и моалы не говорили на современном монгольском языке. Они говорили на обычном тюркском языке, как я полагаю, мы доказали выше. Ойраты – отдельная тема. Это большой союз племен, ранее входивших в государство, которое казахи называли калмыками, и они входят в состав нынешней Монголии. А язык калмыков, или современный монгольский язык, никогда не относился к тюркским языкам. Рашид ад-Дин также ясно указывает на это. Несмотря на то, что их язык монгольский, он все же немного отличается от языка других монгольских племен. Там же страница 118. Этот источник раскрывает множество вопросов. Известно из всей истории, что ойраты были покорены Чингисханом. Захваченные народы, как показывает наш собственный опыт, учат язык своих завоевателей. Казахстан, который более 2 веков находился под властью русских, хотя уже почти 30 лет независим, все еще говорит по-русски и управляет государством на русском языке, не так ли? Ойраты поступили так же, потому что они вошли в состав государства Чингисхана. Можно сказать, что слово «монгол» попало к современным монголам через них. Задумаемся, кому и зачем понадобилось это обман? Голодный человек становится хуже зверя. Потеряв разум, он становится манкуртом, быстро забывая свои корни и историю. В 1921 и 1922 годах, а затем в 1931 и 1932 годах казахи пережили жестокий голод. Одни говорят, советская власть намеренно привела к голоду, утверждают они. Если это правда, то результат – геноцид, умышленное истребление. Другие утверждают, мы погибли из-за ошибок советского руководства. В любом случае результат один – мы были уничтожены в огромных масштабах. Историки говорят, что в период коллективизации погибло более 3,5 миллионов казахов. Эта цифра составляет больше половины нашего народа. Возможно, это даже 2/3. Мой дед Ешмухамбет всегда говорил, во время голода 30-го года я потерял 7 детей. Мой старший брат Бекмуха 8, а остальные по 4-5 детей, говорил он со слезами. Включены ли эти дети в официальные данные историков? Этот вопрос мучает меня. Сколько казахских детей погибло без учета? Вот настоящая правда о массовой гибели. Когда казахские дети умирали от голода, советская власть привозила рабочих из Центральной России в Риддер. Я читал об этом в документах. Я также написал статью на эту тему под названием «Откуда взялись кочевые крестьяне?». Вот что означает выражение «не болей головой перед тем, кому наплевать». Чем мы так разгневали советскую власть, чтобы она нас так наказывала? Все наши поднявшиеся на борьбу лидеры были объявлены врагами народа и расстреляны. Мы говорили, Сталин не виноват, это мы сами друг друга сдаем, и в конечном итоге обвиняли себя. Мы не обвиняли закон, который карал тех, кто писал доносы, приводил их и расстреливал. Мы не могли различить черное и белое. Из-за голода и расстрелов мы дошли до состояния, когда не могли отличить правду от лжи. Без Алихана, Халела, Ахмета и Жакупа, без Макжана и Шакарима, Мустафы, Рыскулова и Жандосова, Сакена, Ильяса, Беймбета и Санжара, Назыра и Смагулова, Илекерова и Жургенова и других, мы стали как пустая голова, из которой вынули мозг. Воспользовавшись этим, власть вела нас, куда хотела. Когда Айтматов напомнил нам о нашем манкуртизме, мы чуть не наказали его.
Из-за этого и многого другого мы дошли до того, что стали спрашивать историю своего народа у историков других народов. Почему великий Сталин, управлявший под лозунгом дружбы народов, привел нас к такому состоянию? Настоящую правду, конечно, знает только сам Сталин. Мы можем лишь предполагать. Первое предположение. Чингисхан и его потомки захватили Россию, Грузию и другие земли силой. Сталин отомстил за это, так как он знал, что Чингисхан был выходцем из казахского племени. Об этом свидетельствует предисловие профессора И.П. Петрушевского к русскому переводу книги Рашид ад-Дина Жамик ат-Тауарих. Историю о Чингисхане Сталин контролировал лично. Сталину было выгодно представить Чингисхана монголом. Если он был монголом, то истребление казахов голодом не выглядело бы местью. Если бы это было не так, то почему в книге Валерия Михайлова «Великий Джуд», переизданной дважды, приводятся телеграммы, отправленные русскими из разных мест в Москву, Алма-Ату и руководству советской власти, сообщающие о массовой гибели казахов от голода? Но правительство игнорировало это, утверждая, что откочевники, то есть кочевые крестьяне, не умирают, а просто перекочевывают. Разве это не было намеренным? Второе предположение. Советская власть, возможно, сознательно скрывала, что Чингисхан был казахом, чтобы не вызвать вражды и ненависти между русскими, грузинами и казахами. Третье предположение. Историю могли намеренно исказить, чтобы не допустить мысли о том, что такой незначительный народ, как казахи, мог победить великие державы, такие как Россия, Грузия или Китай. Четвертое предположение. Часть земель Золотой Орды, основанной Чингисханом и его потомками, теперь находится под контролем России, а земли, которые принадлежали Толе и Хубилаю, частично находятся под контролем нынешней Монголии и Китая. Чтобы избежать политических осложнений, эти страны не хотят признавать, что Чингисхан был выходцем из казахского племени. Невозможно охватить все в одной статье. В любом случае, преднамеренное искажение исторических фактов не соответствует ни культуре, ни добрым намерениям. Как сказал Макжан Джумабаев, «Я верю в молодежь».